Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Абаза ТВ продолжается проект «Биографический салон». Место встреч, где мы рассказываем вам истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. Сегодня у нас в студии ветеран Отечественной войны, награжденный медалью за отвагу Борис Лазба. Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Борис Аркадьевич. Спасибо, что приняли приглашение, нашли время, пришли в нашу студию. Хочу отметить, что важную часть работы нашего проекта занимает взаимодействие с небольшой аудиторией, которая всегда нас поддерживает вопросами. В определенный момент мы услышим вопросы и будем также отвечать и на них. Первый вопрос к вам, Борис Аркадьевич. Расскажите, пожалуйста, нам в общих чертах, когда, где, в какой семье вы родились, как воспитывались. Было очень мало шансов, что я окажусь в это время, в этом месте. Почему, я объясню. Мои предки и прадеды в свое время были выселены в Турцию и с материнской, и с отцовской стороны, и затем вернулись разными путями. Дед по отцу, я имею в виду прадед, был такой очень жесткий человек, мусульманин, но и он тоже не прижился в Турции, забрал свою супругу и вернулся обратно на родину. Он сначала, как рассказывают, приплыл в Батум, тогда это была Турция, и потом оттуда какими-то путями все же смог перебраться в свою родную деревню, но не остался на том месте, где прежде жил, а ушел дальше в горы, боясь, что снова выселят. Такая была ситуация. По материнской линии прабабушка вместе со своими детьми выселилась в Турцию, и, увидев, что ей это не подходит, смогла вернуться. Причем причиной она назвала то, что с ней была племянница, которая была христианка, и, сказав, что она не может жить в мусульманской стране, как-то она сумела оттуда вернуться, и также поселилась уже в другом месте, где, в общем, и родились мои деды. Такая вот история, но она не уникальна. Дело в том, что я слышал очень много историй от соотечественников наших, да, от абхазцев, которые пережили примерно такую же историю. То есть их... Такой естественный процесс. Да, вот мне кажется, было бы интересно, если это можно было, проследить судьбы родственников, оставшихся в Турции и вернувшихся на родину, как сложились судьбы там и здесь. Это было бы, конечно, интересной темой. Но я родился в Гудауде в 1958 году. Если сравнивать с сегодняшней жизнью, очень трудно представить себе тогдашнее время. Можно посмотреть фотографии, можно послушать рассказы, но жизнь была совершенно другая. Так сложилось, что я с детства стал общественным ребенком, то есть прошел все стадии от ясель и заканчивая армией, институтом и комсомолом. Такая короткая история моя, предвоенная. Затем началась война. В то время я учился в Москве и приехал домой. Ситуация была неоднозначная. В общем-то, было понятно, что война начинается. В частности, друзья мои, ребята из Грузии, которые вместе со мной учились, постоянно намекали, что война будет. Примерно такой разговор был. Вот я хочу купить машину, как ты думаешь, смогу я перевезти ее из Абхазии в Грузию? Я отвечал так несколько хитро, наивно, говорил, через Абхазию я тебя провезу, а дальше смотри сам. Тогда ситуация была достаточно сложная, вы помните. Кто интересовался, и в самой Грузии было сложно, и в Абхазии, в общем, могли по-разному поступить. Вот это время было очень сложно чисто психологически. И, собственно говоря, может, это мое ощущение личное такое, но когда объявили, что началась война, у меня какое-то такое спокойствие наступило, ясность. Не в смысле спокойствия, что, слава Богу, война, а в том смысле, что теперь ситуация ясная. Понятно, что делать и как делать. И вот с того времени
начинается совершенно другая жизнь. Борис Аркадьевич, касаясь предвоенной ситуации в Абхазии, как происходит рост абхазского национально-освободительного движения? Что дает ему, на ваш взгляд, стимул? На мой взгляд, вот этот не то что подъем, а усиление накала национальных взаимоотношений, он был полностью инициирован из центра Грузии. Это я видел по своей работе, я тогда работал в комсомоле, очень часто приходилось ездить в Тбилиси, бывать на различных мероприятиях, и просто было невооруженным взглядом видно, как эта ситуация нагнетается. Вдруг ни с того ни с сего на одном из мероприятий комсомольских начинают готовить выступающих, которые рассказывают о том, как их обижают пришлые, так сказать, народы в Грузии. Там кого-то обидели лезгины, кого-то обидели чеченцы, кого-то обидели осетины и так далее и тому подобное. То есть это выходили молодые люди, которые говорили, что вот к нам так вот относятся, там, вплоть до того, что одна девушка рассказывала, как она пошла за водой, и у колодца там какой-то лезгин что-то ей там неприличное говорил. Вот примерно такое было. Это на официальном мероприятии? Это было на официальном комсомольском мероприятии, где подготовленные ораторы, причем я их раньше не видел, это была совершенно зеленая молодежь, которые начинали вот такие вещи говорить. Я помню и реакцию, скажем так, наших старших товарищей, которым приходилось участвовать в национально-освободительном движении прежде, это 60-е годы и 70-е, которые говорили, нам это не надо. Мы вроде как-то договорились, как-то все это утихомирилось, и идет мирная нормальная жизнь. В чем дело, не поймем. То есть вот мое мнение, что это было полностью инициировано, и как ответная волна началось вот движение с нашей стороны, потому что это был инстинкт самосохранения. Надо было быть готовым к тому, что предпринимает противная сторона. Мы из партнеров, которые, в принципе, были относительно партнерские отношения, вдруг начали превращаться в противников. Вот мое мнение именно такое, что вот это началось нагнетаться, и это был 88-й год, начало, 88-й год, а в 89-м году уже случилось то, что все знают, да, эти события в Абхазии, потом перед этим события апрельские в Тбилиси, соответственно, наша реакция на это была другой она не могла быть, мы понимали, что это, исходя из знания всего того, что было прежде, что это, в общем-то, спектакль построен. Что не позволяет грузинской политической элите все-таки найти компромисс или остаться на тех позициях, которые были раньше? Вот эта вот вся ситуация, она вырастает из истории, и из истории взаимоотношений, причем из очень глубинных, я думаю, еще со времен Абхазского царства, и дальше через все те перипетии, которые происходили в истории Кавказа, и последнее завоевание Кавказа Россией, роль Грузии в этом процессе и ее условия. Наверное, вы все читали о том, что в рамках Георгиевского трактата как бы ставилась Грузии вопрос о том, что Россия поможет Грузии вернуть все ее прежние земли и так далее, и так далее. На мой взгляд, России тоже было это выгодно, потому что ей надо было обосновывать занятие этих земель. Значит, Грузия – прежний владетель всех этих земель, Россия пришла туда по просьбе Грузии и, соответственно, помогает Грузии все это восстановить. Очень все логично. Я думаю, это одна из причин того, что осталось без ответа и обращение Килишбея к Александру Первому. То есть позиции были выяснены, уже и путь был, так сказать, намечен. Поэтому пошло так, как пошло. Но все это привело к тому, что сама идеология Грузии была построена на этой истории, и для того, чтобы менять идеологию, надо было менять историю. Это очень сложный процесс. Это истоки грузинской имперской мечты вы нам, по большому счету, вывели. Если говорить при этом о нашей идеологии здесь, в те годы, какие были настроения среди слоев населения в возрастной градации, молодежь и более старшее поколение?
Вы знаете, старшее поколение очень хорошо помнило все те ужасы 30-х, 40-х, начала 50-х годов. Очень хорошо помнило все эти репрессии. Эти репрессии коснулись их лично, их родителей и их лично. Причем по рассказам очень было сложно, тяжело. Я могу такие простые примеры привести, когда старшая сестра моей матери попыталась после школы учиться где-то еще. В частности, она хотела учиться на швею. Поступила в соответствующее учебное заведение. Ее оттуда забрали, привели в колхоз, дали план и заставили работать. Не дали учиться. То есть даже вот такие вещи были, я сейчас не говорю о больших дикостях, да. Пересказать это очень сложно. Иногда просто психологически не воспринимается, как все это было, как деда отправили в Сибирь, да, и как он чудом вернулся оттуда, как вообще выжил, и как семья выжила, какие проблемы были. Я знаю историю многих семей, которые практически погибли, исчезли в результате этих событий, в результате войны. Было очень тяжелое время, но при этом как-то все устаканилось после. Можно ли сказать, что именно молодежь явилась ядром национально-освободительного движения, форума Айтгалара и других? Я хочу сказать, что молодежь в данном случае как бы такой энергетической составляющей была. Энергетической, потому что старшее поколение все-таки в этой борьбе было закалено и было более опытное. И инициатива молодежи воспринималась, может быть, не всеми 100%, но основной частью, и понимали, что это необходимо как превентивная мера в начале. Именно, то есть надо давать ответ, иначе воспримут это как, что мы сдались. И появление новых лиц, новых личностей было воспринято очень положительно. Я помню, после выступления Сергея Мироновича вот на Айтгалара я слышал разговоры более старших, которые говорят, да, у нас, оказывается, есть люди, которые могут мыслить соответствующим образом и могут сказать это. Поэтому воспринято в народе это было положительно. Конечно, сейчас легко судить, а если было бы по-другому, а если бы было бы не так, а может быть, можно было как-то иначе. Ведь в руководстве Грузии были люди, которым это не нравилось. Я помню, опять же, вот своих сверстников, которые работали в структурах партийных, когда я начинал с ними говорить, они говорили, ты думаешь, нам это нравится? Нам тоже это не нравится. Мой последний приезд в Тбилиси был летом 1989 года, когда направляли учиться в партийную школу, проходили собеседования в ЦК. Там был начальник отдела, и там был представитель партийной школы. И пока мы вели собеседование, они несколько раз подбегали к окну в ЦК и смотрели, я тоже встал, посмотрел, там стояли представители уже новых нарождающихся партий, там с флагами новыми, какими-то требованиями. Было видно, что они, я имею в виду работники ЦК, тоже очень нервничают и воспринимают это. При всем при том, конечно, позиция их не менялась. Конечно, их позиция была однозначной. Грузия и Абхазия в ней в каком-то виде, но неделимы. Никак. Да. Я впрямую с ними говорил. Тогда уже был проект Сахарова. И когда меня спросили, как вы видите будущее Абхазии и Грузии, я сказал, вот есть проект, значит, самостоятельная республика. Этого не будет никогда, был ответ. Но вы сказали, что с началом войны вас отпустила постоянная тревога за неопределенность ситуации. То есть тревога за неопределенность ситуации. И, собственно говоря, нам было очень трудно. 17%, ведь это тоже значение имеет. Никто не обращает внимания, кто, так сказать, автохтонное население, кто, как это говорят, да, кто пришло и так далее. Люди, родившиеся на данной территории, в данной республике, это их родина. Они здесь родились. Но второе важное положение – это как ты отнесешься к своей родине. Ты ее защищаешь или ты ее предаешь? Вот здесь они, конечно,
совершили предательство, на мой взгляд. Но в той ситуации их было много. Если эта ситуация вот с нашими выборами, с вот этими договоренностями продлилась бы еще длительное время, на мой взгляд, это все было бы поломано, и мы пришли к тому, что они просто задавили бы количеством. Примерно такое выражение было: это ваша земля, но мы ее завоевали мотыгами. Вот, как бы вот такое понимание того, что да, вот мы здесь, мы пришли, уже мы здесь, и вот это будет наше. Независимо Как для вас начинается сама война? Война для меня началась так же, как для всех, с объявления Владиславом Григорьевичем, что началась война и объявлена мобилизация. Все мы пошли в знакомое место, к райисполкому, значит, к центру, где все собирались, и там уже начинается движение, что делать, как делать, оружия нет. Тут же первые появляется оружие, там рядом пограничная часть была, там взяли какую-то часть оружия, молодежь в основном. Многие не знали, как обращаться с этим оружием. Кто-то взял гранатомет, а кто-то взял к нему снаряды и не понял, а что это такое, спрашивают. Приходилось показывать, как разбирается автомат. Ну вот вы после службы в армии уже о многом этом знали и учили. Вы знаете, нас и в школе хорошо подготавливали. Я помню военное дело, нас готовили неплохо. Во всяком случае, я разбирал автомат, там за 11 секунд разбирал его и быстро собирал. Тогда еще в школе нас возили на стрельбище, нам объясняли, какова техника вероятного противника. Более того, в партшколе у нас было тоже военное дело, где опять-таки обучали всем этим вещам. Практически, вот в теоретической части я был подготовлен, а практически воевать, конечно, не приходилось. В Афганистане я не служил. Многие из ветеранов, вот в том числе и в нашем проекте, говорили, что в первые 2-3 дня, может быть, была какая-то растерянность, неразбериха, но потом все встает на четкие определенные рельсы, каждый знает уже, чем занимается. Как это было с вами вот в эти дни? Действительно, вначале была неразбериха, не то что растерянность, если говорить обо мне. Я просто должен был найти практический путь, как мне в это включиться. Я как бы попробовал себя в разных направлениях. В частности, мне пришлось перед этим за год участвовать в защите своей, скажем так, своего учебного заведения. И были определенные связи, наработки со средствами массовой информации. Телефоны там записаны были. Это сейчас, мобильник тогда приходилось все звонить обычного телефона. И мы тогда с Гурам Артемовичем как-то дружили, были вместе, вот попытались сначала, я попытался попробовать себя именно в той части, где там написать какие-то, вы помните, когда была блокада информационная, да, надо было ее пробивать, и мы пытались каким-то знакомым журналистам и так далее вот направлять свои написанные тексты тем, чтобы где-то это прозвучало. Но затем так сложилось, что я встретился с ребятами своими знакомыми, в том числе с Автомобилом Гарске, и мы решили вот создать свою группу и в тот момент направиться на Гагарское направление. Собрали кто что имел, посадили нас на Икарус и отправили в Бзыбь. Там тогда был штаб, находился Ганба. И шли переговоры, и нас попросили, скажем так, удалиться. Мы сели на автобус и уехали обратно в Гудаууту. Уже была ночь. Основной костяк был Лыхненский, я Гудаутский. Я пошел домой, они к себе. Ночью их подняли по тревоге и увезли. До меня просто не добрались. И когда утром я встал, значит, моих друзей нет. Нашел транспорт и поехал сюда, на Гуместинский фронт. Там тоже был пару дней. Ну, оружие, к сожалению, не добавлялось, и практически, просто находился, что было делать. Вернулся обратно в Гудауту. После этого встретился я со своим другом, Гена Яйба, его уже нет в живых. Его близкий вез продукты на Гагарский фронт.
Он говорит, поехали с нами. Я говорю, поехали. И вот так я попал, в общем-то, на фронт. Тогда мы доехали до Бзыби и шли пешком, и навстречу шли ребята. Усталые, явно разочарованные. Я у одного попросил автомат, я говорю, дай мне. Он мне отдал автомат. Я его не знаю, и после не встречал. И этот автомат я, в общем-то, потерял. Он был, ну, скажем так, физически выбит у меня из руки и разрушен, попала в него очередь. Ну вот если давать такую ретроспективу, да, вы часть подразделения «Эвкалипт», вы в него вливаетесь, оно формируется с 30 августа по 1 октября, как вы рассказывали. Да. После этого вы идете в числе прочих в наступление на Гагру. 2 числа вы получаете довольно серьезное ранение на Гагрском вокзале. Оно было настолько серьезным, что реабилитация длилась около полугода. Вместе с тем вы постоянно в курсе всех событий на фронте. Реабилитация ваша проходит в Москве. И как уже на тот период вы оценивали шансы абхазской армии на победу, если делить на этапы вот до Гагры и после Гагры? И до Гагры, и после Гагры мы не сомневались в своей победе. Вот я могу это говорить полным основанием, что мы были уверены в том, что мы победим. Настолько дух был высокий, настолько вот и молодежь вся подключилась так, что по-другому просто невозможно было представить. Другое дело, что само состояние войны в тот момент было каким-то нереальным. Вы знаете, мы сидели на позиции, смотрели в сторону Гагры, пройти туда невозможно, все знакомое, родное, и ощущение полной нереальности происходящего. Вот так вот не может быть. Это что такое? Причем война в тот момент была очень своеобразная. Первый этап, вот эти месяцы, да, после первых боев, когда уже все как-то стабилизировалось, позиции были ясны, затем 3 сентября встреча в Москве, и все вот эта вот как бы ситуация была немножечко иная. Что делали грузины? С утра у них начиналось с того, что они начинали стрелять. Вот как белый свет, как в копеечку, да, как говорится. У них боеприпасов было много. В основном это было 5,45, и мы сидели на позиции, и сначала над нами разрывались эти пуля, да, отлетает головка, а потом слышно только очередь. И это продолжалось до начала демонстрации фильма «Богатые тоже плачут». Если помните, был такой фильм, да. И вот стрельба прекращалась, они шли смотреть фильм. Фильм. Мы сидим в лесу, они в домах, смотрят фильм. Теперь мы ждем, значит, так, фильм кончился, стрельба началась, значит, фильм кончился. Вот примерно такая ситуация была, правда, моментами, тревожные были моменты, когда появлялась информация о том, что идет наступление, допустим, да, они собираются в наступление, а у нас смена была, и оставалось там несколько человек, и надо было как-то организовываться, ну, потом подъезжали снова ребята и уже выстраивали линию обороны. А вот когда пошли в наступление, ведь это тоже держалось в секрете. Автандил перед наступлением говорит мне: никуда не уходите, пересменки не будет. Ну, понятно, что что-то ожидается, но даже мне он не сказал. То есть им было строго-настрого сказано: вот наступление будет такого-то, но никому не говорите. Просто дайте, так сказать, команду, чтобы была готовность. Да. И мы сидели на позиции, как обычно, с ребятами, травили анекдоты, извиняюсь. Да, ну, это, знаете, в ситуации, когда нервная нагрузка, стресс, это помогает все снимать. Как бы ни было, какой бы ни было бравады, все-таки ты на фронте. И в любой момент может. Вот это рассказывание, смешихание историй, он снимает стресс. В этот момент прибежал Кварацхелия, парень там один, копа, и говорит: пошли в наступление все, вы что сидите? Конечно, там была не такая легкая обстановка, как я попытался это изобразить, потому что еще до наступления у нас погибло много товарищей, мы осуществляли так называемые вылазки, пытались беспокоить врага, собственно говоря, не давали ему покоя. Но и ребята гибли при этом. У нас погиб Барцец Рома,
мы называли его разведчик, этот человек успевал обходить всю линию фронта от моря до гор и всегда знал всю информацию. Но так получилось, что он был самый активный, он у нас в команде первый погиб. И дальше гибли ребята уже потом, когда начались активные боевые действия, там многое изменилось. Ну, наступление началось вот таким же вот солнечным ясным днем, было еще теплее. За день до этого, я помню, мы сидели на пригорке, смотрели в сторону моря, и огромное красное солнце заходило в море, и на его фоне корабль. Вот просто вот если говорить от войны впечатление у меня вот какое осталось, вот это вот огромное заходящее кровавое солнце перед самым наступлением, которое опускается в море. Вот какую-то тревогу и какое-то вот настроение такое оно создавало. Если перейти уже к вашему периоду вот реабилитации в Москве, да, можно сказать, что фронт борьбы за национальные интересы в тот период для вас переместился в столицу России, где также существует вот наша активная такая часть, это диаспора, и те, кто помогает раненым, те, кто борются на информационном фронте. Чем вы там занимаетесь в это время, помимо того, что лечитесь? Конечно, я бывал в информационном центре, там в Москве, встречался с людьми, но, честно говоря, вот последствия ранения, вы знаете, дело не в том, что физические какие-то недостатки. Тут еще было, вот у меня стал пропадать слух, да, то есть головокружение, поскольку очередь была очень близко, по-видимому, произошла какая-то травма, и я чувствовал постоянное головокружение и понимал, что вот активно помогать не смогу. Затем снова были операции уже в другой клинике, и после этого я приехал в Абхазию. Приехал в Абхазию, и все-таки так получилось, подъехал ко мне Лазба Алик, Александр Григорьевич. Они подъехали с братом на машине, и я незаметно для родителей, потому что для них это было очень травматично, психологически. Я взял свой автомат, положил в машину, а потом сел к ним, сказал, что я просто хочу куда-то проехать, и уехал с ними к своим ребятам, и оттуда уже попал в Шрому. Но попал я в тот момент, когда уже ребята были в Шроме. Я пришел, вот вся почти команда наша была там, это был июль месяц, июль, начало августа, когда началось перемирие, и я вот там всех ребят увидел. После этого, к сожалению, я уже их всех не видел. И вот там мы еще раз пообщались. После этого началось перемирие, и я снова уехал в Москву. Честно говоря, я надеялся, что как-то в этой ситуации Грузия будет вынуждена принимать какие-то кардинальные решения. Но решений принято не было, дальнейшую историю вы знаете. Я попал уже позже. И за этот промежуток времени погибло очень много друзей и близких, вот именно в наступлении, когда шло взятие Сухума и дальше. Да, освобождение. Поэтому после я уже не попал и приехал уже только после окончания войны. Хотя бы немножечко, вкратце, вот ваша связь с ФТИ и ваша работа там, и вот послевоенный период, пожалуйста. И второй вопрос, даже не вопрос, а просто маленькая добавка к вашей биографии. Автандил Гардский рассказывал как-то мне в беседе, что вот Лазба приходил на позицию в костюме и в галстуке. Было ли такое? Второй вопрос проще, и сразу отвечу. Да, я был в костюме, но у меня другой одежды не было. Мы же не готовились к войне так, как положено тогда, да? То есть мы понимали, что будет война, но представить, что это такое будет, было невозможно. Ну, какая одежда была? У меня были костюмы, были галстуки, я их и одевал. Поэтому, да, я был в костюме и в галстуке,
И единственное, я еще раз говорю, нам после выдали сапоги кирзовые, я одел кирзовые сапоги прямо на костюм и в нем ходил. Что касается взаимоотношений с СФТИ, я с детства вообще любил технику, любил физику, математику и как-то всегда думал работать именно в этой области. Но когда поступал в институт, не знал, куда поступать, поступал по лимиту, сдавал экзамены в Тбилиси, я сдал экзамены и уехал. А настоящий конкурс начался после. И меня вообще направили в другой институт, не в тот, который я сдавал. Но поскольку это было в Харькове, а я хотел поехать в Харьков, поскольку знал там людей, то я поступил в этот институт на факультет городской электрический транспорт. После института я проработал в троллейбусном управлении в Сухумском, затем отслужил в армии, затем работал в строительстве, потом комсомол, война. И уже когда я, будучи в Москве, защитился по экономике, тогда Гизердава Нури, тоже один из моих друзей, говорит: давай, пора возвращаться в Абхазию. Я, кстати, хотел возвращаться. Тогда менялось руководство в СФТИ, и нас пригласил к себе Владислав Григорьевич, меня и Марколия Анатолия Ивановича, и сказал: ты будешь директором, ты будешь замом, и поручение нам дал. Ребята, сохраните институт. Вот по сегодняшний день мы пытаемся сохранять СФТИ. Я работал сначала заместителем директора по коммерции. Надо было где-то находить денежки, чтобы людям давать зарплаты. Ситуация была очень сложная. Мы даже какое-то время вместо зарплат выдавали продукты. Ну, потом как-то смогли выправиться, нашли взаимоотношения, наладили взаимоотношения с Росатомом. И вот по сегодняшний день существуем. Область, которой занимаемся в настоящее время, которой я занимаюсь, это так называемое прямое преобразование. Применение достаточно своеобразное, это в основном был космос, драйвер развития этого направления. Ну, есть и другие направления. По сегодняшний день мы этим занимаемся, поскольку Российская Федерация заинтересована в этом направлении, и мы получаем заказы от профильных предприятий. Это наше основное. Но параллельно мы пытаемся находить и другие формы энергии, которые связаны с другими формами взаимодействия. Есть такая тема, которая называется низкоэнергетические ядерные реакции. Эта тема относительно новая. На Западе она называется ЛЕНАР. В настоящее время интерес к нему усиливается. Это нечто среднее по энергетическим возможностям между химической энергией, ну, горение, допустим, да, тоже дров, и атомной энергией. Но тоже достаточно энергетически эффективная. Особенность ее в том, что при этом мы не наблюдаем вот тех форм радиации, которые есть при получении атомной энергии. Работаете только в самом начале, пока о каких-то результатах говорить рано, но есть одна интересная вещь, которая называется странное излучение. Это в камере Вильсона видны треки, которые не похожи на другие. И мы занимаемся такой темой, как воздействие на биологические объекты. У нас сейчас есть человек, который пишет кандидатскую диссертацию. Надеемся, в скором времени сможем об этом рассказать более подробно. Я знаю, вы стоите у руля государственного учреждения. Я бы очень хотела в 2 словах, чтобы вы сказали ваши размышления. 30 лет прошло. Что с государством? Или это закономерный процесс? Что у нас делается? Если вспомнить, что мы провозгласили после завоевания независимости. Мы сказали, что мы строим свободное демократическое государство на основе рыночной экономики. Да? В основе рыночная экономика.
Мы сделали это, мы попытались это сделать, на мой взгляд, нет. Мы остановились где-то посередине, и сегодня у нас какой-то гибрид, на мой взгляд, не советское государство, не рыночное, не демократическое, что-то среднее. На такой машине ехать очень тяжело. Вот, на мой взгляд, главное, если корневая, там много других вещей, почему у нас что-то там не получается, которые при любой ситуации мешают нам двигаться. Но мне кажется, что вот это центральное. Мы не выбрали идеологию. Да, какая наша идеология? Что мы хотим? Собственно, за что мы воевали? Мы воевали за свое государство. Почему? Для того, чтобы решать вопросы своего народа. Но это государство надо выстроить. Если мы сказали демократическое государство с рыночной экономикой, ну давайте тогда его строить. А что для этого надо делать? Что такое рыночная экономика и кто главное действующее лицо в рыночной экономике? В рыночной экономике главное действующее лицо – бизнесмен. Каково отношение к бизнесмену у нас в обществе, в государстве? Мы знаем. Кто такой бизнесмен? Бизнесмен – это негодяй, который только думает о своей выгоде. Вот наше мнение о бизнесмене. Почему мы удивляемся, что он ближе к этой характеристике становится, чем к той, которую бы мы хотели. Мне кажется, что мы вот здесь не определились со своей позицией. Мы не поставили задачу, во-первых, выращивать этого бизнесмена такого рода, во-вторых, поддерживать его и говорить, что мы от него хотим по-настоящему. Да? В рыночной экономике главное действующее лицо – бизнесмен. Тот, кто занимается делом, он создает рабочие места, он платит налоги и кормит государство. Вот если это поставить логически правильную цепочку, я думаю, будет другая ситуация. У нас очень узкий рынок, мало населения. Вот мы не можем сравниваться с Китаем, у которого 1,5 миллиарда внутренний рынок. Там может развиваться все. Но у нас есть рядом наш сосед Россия, который может воспринимать и принимать наши товары. Мы должны правильно выстраивать отношения. Мы хотим, знаете как, так по-простонародному говоря, ничего не делая, что-то получить. Так не бывает. Если что-то хочешь получить, что-то должен отдать. Чем-то должен поступиться. Кроме одного, независимостью и своим государством поступаться нельзя. Интересами народа поступаться нельзя. Но экономические факторы надо использовать грамотно. Вот все, что имеем, надо использовать грамотно. Вот главная наша беда, на мой взгляд. Мы не определили свои ориентиры, мы не поставили цели и не определили средства, которыми мы это будем достигать. И, кстати, о науке. Никакое государство без науки существовать не может, развиваться не может. И вообще, на мой взгляд, будущее за наукой. То есть наука как производство – это следующий этап. Не производство как производство, а наука как производство. Обучение как производство, производство человека нового, который имеет все знания необходимые, все умения. Я считаю, это самое главное. Если мы не попытаемся ухватиться за это и пытаться вот это делать, мы безнадежно отстанем. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот Владислав Григорьевич Ардзенберг говорил, что на меня повлиял академик Сахаров как взрыв ядерной бомбы, и он начал заниматься политикой и добился колоссальных успехов. Вы тоже непосредственно как-то связаны были с физикой. Был ли человек в вашей жизни, который также повлиял на вас, который определил ход вашей будущей специальности и вообще жизни? А второй вопрос сегодня, как вы видите, вот большие проблемы с электроэнергией. Вы как человек, который с этим связан, какой потенциал Абхазии связаны с этим ресурсом? Вы знаете, наша школа
советское, да, в Абхазии, это было явление уникальное. К сожалению, мы многое растеряли. Были прекрасные учителя, в том числе у нас были учителя, скажем так, жены военных. Воинские части стояли, в Гудаутах стояла летная часть, и вот их жены были преподаватели. У меня был преподаватель математики Мария Герасимовна, которая привела мне любовь к математике. И вот с тех пор мне именно технические дисциплины нравятся. Что касается физики и других, это тоже мои преподаватели в школе. Они смогли мне привить любовь и показать, что у меня есть какие-то предрасположенности к данным вещам. Я не могу сказать, что я любил только физику и математику, мне также нравится история. Я фанат, я стараюсь найти все книги, которые выходят по истории Абхазии, в том числе, все их читать. У меня свои идеи, как у каждого, наверное, как, откуда, что берется. Но что касается физики и математики, это со школы. Были преподаватели и в институте, значит, которые мне развивали эти способности. Что касается, во всем мире существует понятие топливно-энергетический комплекс. Это вся структура, начиная от дров и заканчивая, допустим, той же атомной энергией. Все возможности надо использовать. Энергия – это самый важный ресурс, которого во всем мире не хватает. Поэтому мы, как мне кажется, относимся несколько снисходительно. Ну что такое дрова? У нас есть электричество, ну и хватит нам. И мы все нагрузили на это электричество. Посмотрите, у нас все. Мы и готовим, мы и светим, и греемся, и смотрим, и не знаю, что еще, и майнинг. Скажу вам неожиданную вещь. Я пионер майнинга в Абхазии. Да. Одни из первых майнинговых оборудования стояли у нас на предприятии. В 2014 году мы поставили оборудование. Я из-под тишка не люблю ничего делать. Я пришел к председателю Черноморэнерго, объяснил, чем я хочу заниматься, объяснил, какие условия. Мы с ним договорились о максимальном мощности этих устройств, которые он готов снабжать, и мы работали. Вы знаете, это достаточно прибыльная и высокотехнологичная область. Сотрудники нашего предприятия получали зарплату, все, это работало на всех, на 20-25% зарплату больше, чем они получают сегодня, благодаря вот этому майнингу. Но мы не полностью майнингом занимались, мы обслуживали оборудование других людей. У нас было совместное такое предприятие, мы обслуживали, они дальше, так сказать, добывали деньги и, соответственно, оплачивали наши услуги. Но я несколько раз обращался и в правительство, и в Черноморэнерго, что вот этим надо заниматься серьезно. Майнинг не сам для себя важен. Майнинг важен для развития блокчейн-технологий, он важен для использования современных технологий и понимания того, куда это движется. И самое главное, туда не надо вкладывать дополнительно деньги, он сам приносит деньги. Понимаете? Да, узкое место – это энергетика. Но дело в том, что когда входят люди с деньгами для того, чтобы заниматься этим, они дальше вынуждены будут заняться и энергетикой. Мы не хотим этого, к сожалению. По моим подсчетам, к тому моменту инвестиций, вот если называть это инвестициями, было не менее миллиарда рублей, которых мы не звали, не просили. Мы, наоборот, начали их выгонять. И вот когда смотришь на это и говорят, что мы готовы принять инвестиции, давайте приезжайте к нам, мы будем. Люди же всю информацию имеют. Они смотрят, как здесь поступили, как там поступили, как там поступили. Можно ли приехать в Абхазию со своими деньгами? Что дальше с тобой будет? Вот такое краткое замечание. Сегодня что произошло? Все это ушло в тень. Нагрузки оказались такими, что энергетика наша не выдерживает. Денег от этого нет.
энергетика пострадала в первую очередь. Как только вышло постановление о запрете майнинга, мы прекратили работу. 2 года к нам ходили, еще проверяли, работаем мы или нет. Видно было, что мы не работаем. К сожалению, вынуждены были, мы законопослушные, не работаем. И такой ресурс у нас оказался выбитым. Я всегда примерно такую идею, да, где-то услышанную, повторяю. Нет человека, нет народа, которому не улыбается счастье, которому не выпадает счастливый случай. Есть те, которые не могут этим воспользоваться. К сожалению, мы, прекрасно воспользовавшись выпавшей нам счастливой случайностью во время войны, там были свои нюансы, мы на 100% использовали те возможности, которые у нас были, и добились независимости. И после этого мы постоянно эти возможности отвергаем, на мой взгляд, не используем, теряем. Очень много. Я не говорю, что мы ничего не использовали, это неправда. Если сравнить нашу жизнь в 1993 году и сегодня, это небо и земля. И когда мы говорим, что вот никто ничего не делает, это утрирование. Потому что отрицательное, оно как-то всегда более заметное, а хорошее, то, что сделано, мы уже его восприняли, и оно кажется нам обычным и нормальным. Нет, сделано очень много, но всегда обидно, когда упускаются те возможности, которые могли быть использованы. Во-первых, хотелось бы поблагодарить за интересный рассказ, за очень много интересных фактов из вашей биографии. И такой вопрос. Если вы когда-нибудь надумали бы писать мемуары, как бы вы назвали книгу о своей биографии, о своей жизни? Спасибо. Вы знаете, умение писать и излагать свои мысли письменно – это моя самая слабая сторона. Вот я как бы понимаю, есть человек, который не может сказать связано нормально, но когда он берет вот так лист бумаги и ручку, у него все излагается прекрасно, и читать это очень интересно. У меня наоборот, я могу еще рассказать, но когда начинаю писать, очень много я упускаю. Это, кажется, у Бердяева я читал, он говорил примерно такое: разница между немцем и русским в том, что если ты прочел книгу немца, то больше с ним разговаривать смысла нет, он уже все там изложил. А вот если ты прочел книгу русского, и она тебе понравилась, иди с ним обязательно встреться и поговори, потому что он тебе еще столько расскажет. Я когда к защите готовился, писал диссертацию, для меня это было очень большой проблемой. Я излагал своему руководителю, я сначала отсылал ему написанное, он читал, и у него впечатление было не очень хорошее, он начинал со мной разговаривать, и потом говорил: да, теперь я понял. То есть умение изложить свои мысли – это отдельный талант. Навряд ли я когда-то соберусь писать мемуары. Вот мой друг Автандил Гарский, у него это получается, на мой взгляд. Он пишет хорошие рассказы, они очень такие живые. От всей души хотел бы поблагодарить аудиторию, потому что они не только дополнили, они задали те вопросы, которые в завершении хотел задавать я. Вы выразили мысли, от которых приходится задуматься, которые нас должны многих побуждать к действию и искать действительно выходы из сложившихся ситуаций. Хотел поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли. И сложилась очень теплая, настоящая, интересная беседа. Спасибо. Спасибо.